أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Худа Медиа представляет передачу «Положение человека, оставляющего обязательную молитву». Ведущий шейх Мухаммад Хасан. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово правое. Тогда Он исправит для вас ваши дела, простит вам ваши грехи. А кто повиновался Аллаху и Его посланнику, тот уже приобрел великий успех. А затем поистине самыми истинными словами является книга Аллаха, а самым лучшим путем является путь нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Наихудшими деяниями являются новшества. Каждое новшество есть нововведение, каждое нововведение — это заблуждение, а каждое заблуждение ведет в ад. А затем, да продлит Аллах, мои дорогие братья и сестры, вашу жизнь. И да будете вы благословенны, и будут благословенны ваши шаги, и да будет для вас всех свое место в раю. И я прошу великого Аллаха, который собрал нас здесь, в этом благословенном доме, для поклонения Ему, чтобы Он собрал нас на том свете с господином проповедников и имамом всех пророков в Его раю. Поистине Он владелец всего и господин. О те, кого я люблю ради Аллаха! Это пятничная ночь 20 числа месяца Рабиу-Ахр 1430 года по хиджре. И мы сегодня ночью с помощью силы Всевышнего и Его помощи рассмотрим 187-й урок из жизни уроков пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И мы продолжаем рассматривать эти 10 слов, эти ценные пророческие наставления. Кому? Муазу ибн Джабалю, да будет доволен им Аллах. Когда он, да благословит его Аллах и приветствует, отправил его и его брата Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен ими Аллах, двумя благородными посланниками в Йемен. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, как указывается это в хадисе, приводимом имамом Ахмадом в своем Муснаде. И как уже говорилось ранее, что в цепочке передатчиков этого хадиса есть пробел между Абдурахманом ибн Джубейром и Муазом ибн Джабалем. Однако, у этого хадиса есть подтверждение и другие его версии, которые поднимают его на степень достоверного. Как говорил это шейх Аль-Альбани, да помилует его Аллах, в своей прекрасной книге Арвауль-Галиль. От Муаза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дал мне наставление 10 вещами. Не предавай никогда Аллаху сотоварища никого, даже если ты будешь сожжен или убит. И никогда не ослушайся своих родителей, даже если они повелят тебе отказаться от своей семьи и имущества. И не оставляй предписанную молитву. Поистине, тот, кто намеренно оставил предписанную молитву, к тому не относится покровительство Аллаха. И не пей спиртного. Поистине спиртное есть мать всего порочного. И не ослушайся Аллаха. Поистине после ослушания следует гнев Аллаха. И не убегай с поля боя, даже если вокруг тебя умирают люди. А если людей постигла чума, и ты будешь среди них, то оставайся с ними и расходуй на свою семью в меру своих возможностей. И расходуй на свою семью в меру своих возможностей. И не поднимай на них палку, желая проучить их. И бойся Аллаха Всевышнего в них. На прошлой неделе, по милости великого Аллаха, мы закончили второе из этих 10 пророческих наставлений. Это слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Не ослушайся своих родителей, даже если они повелят тебе отказаться от своей семьи и имущества. Сегодня хотелось бы поговорить о следующих словах.
И не оставляй намеренно предписанную молитву. Поистине тот, кто оставил намеренно молитву, к тому не относится покровительство Аллаха. И об этом было сказано уже довольно-таки много. Однако немного напомню и скажу, кто намеренно оставил хотя бы одну обязательную молитву, то есть намеренно пропустил молитву или оставил молитву, к тому не относится покровительство Аллаха. А что же тогда говорить о тех людях, кто полностью оставляет молитву? Что же тогда говорить о том, кто целиком оставил молитву? И ученые имеют два мнения относительно того, кто полностью оставил молитву. Первое из них – это то, что оставивший молитву становится неверным. И таково мнение большинства сподвижников. Да будет доволен ими Аллах. И сторонники этого первого мнения не разделяют между тем, кто оставил молитву, отрицая ее обязательность, и тем, кто оставил ее, ленясь исполнять ее. И представители первого мнения не делают такого разделения, а выносят решение о неверии того, кто полностью оставил молитву, отрицая ее обязательность или не отрицая. Второе же мнение, здесь ученые разделили и сказали, кто оставил молитву, отрицая ее обязательность, тот стал неверным. И они были единодушны в этом мнении. Если же человек признает ее обязательность и ее предписанность, однако оставил ее, ослушаясь и проявляя лень, то он является грешным мусульманином, не выходящим из религии, то есть не становится неверным большим неверием, которое вывело бы его из религии. И я всегда говорю, я не желаю затягивать упоминания, аргументы каждой из двух сторон ученых, которые вынесли решение в отношении человека, который оставил молитву, как назвавших его неверными, так и назвавших его грешниками. Однако я обращаю внимание мусульман и тех, кто себя относит к исламу, к следующим словам. Согласен ли ты, о мусульманин, который относит себя к этой религии, согласен ли ты быть, я имею в виду того, кто оставил молитву, согласен ли ты быть предметом разногласий между двумя группами ученых, одна из которых считает тебя неверным, другая грешником? И я не даю оценку этому разногласию. Нет. И я не желаю сейчас доказывать правильность одного из этих двух мнений и неверность другого. Однако я обращаю внимание мусульман к следующим словам. Согласен ли ты, о мусульманин, который относит себя к этой религии, согласен ли ты быть, я имею в виду тех, кто оставил полностью молитву, согласен ли ты быть предметом разногласий между двумя группами ученых, одна из которых считает тебя неверным, а другая грешником? Мне достаточно привести один или два аята, один или два хадиса. Всевышний Аллах сказал в отношении соблюдения молитвы, сказал, повелевая, а повеление означает обязательность, кроме как если будет указание на то, что повеление означает желательность. Оберегайте молитвы, и особенно среднюю, послеполуденную молитву, и стойте перед Аллахом смиренно. А также он сказал, каждый человек является заложником того, что он приобрел, кроме людей правой стороны, в райских садах. Пусть Аллах сделает нас и вас среди них. О Аллах, сделай нас среди первых и опередивших, о милостливый из милосердных. Каждый человек является заложником того, что он приобрел, кроме людей правой стороны, в райских садах. Они будут расспрашивать друг друга о грешниках. Что привело вас в преисподнюю? Что же такое преисподня? Как говорит Коран, откуда ты мог знать, что такое преисподня? Она не щадит и не оставляет. Она сжигает кожу.
и над ней 12 ангелов. О мой Аллах! Посмотри на описание Корана преисподней, ада. Что привело вас в преисподнюю? И они скажут: мы не были в числе тех, кто совершал молитву. И это будет первый ответ обитателей ада. Они скажут: мы не были в числе тех, кто совершал молитву. А также великий Аллах сказал: после них пришли потомки, и я прибегаю к Аллаху от таких потомков. После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз, потакать желаниям, и все они понесут убыток. Аль-гай в арабском языке означает серьезную угрозу. Мать правоверных Аиша дала такое объяснение, что гайя — это долина в аду, и нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. И после них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желаниям, и все они понесут убыток. Кто оставил одну обязательную предписанную молитву намеренно и специально, например, человек настраивает свой будильник каждый день на 7 часов утра. Как это называется? Это называется намеренно и специально. Он пропускает утреннюю молитву. Намеренно и специально, обратите внимание. Он настраивает будильник на 7 часов утра, чтобы пойти на работу. Старается по причине работы, по причине заработка, не ради молитвы. Он пропускает утренний намаз намеренно и специально. И это его не заботит. А если бы он хотя бы постеснялся от Аллаха и настроил будильник на утреннюю молитву, и сказал бы: «О Аллах, не лишай меня по причине моих грехов утренней молитвы», и если потом он проспал, то это еще понятно, мы просим Аллаха, чтобы он простил его. Все, нет греха, если человек проспал, как сказал пророк. Нет греха тому, кто проспал. Я сплю, а время молитвы подходит. Все, нет проблем. Свят Аллах. Меня постигло то же, что постигло и тебя, о посланник Аллаха. Так сказал Билял, да будет доволен им Аллах. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: постереги для нас до утренней молитвы, о Билял. То есть проследи для нас за наступлением утренней молитвы. И пророк проспал, и Билял заснул, и проспали все сподвижники. Так как дорога была очень тяжелой, и все были уставшими, все заснули, и ни один из них не проснулся, кроме как после того, как солнце нагрело землю. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был первым, кто проснулся. Ничего себе! Поднялось солнце, а пророк пропустил утреннюю молитву. О, Билал! Разве я не просил тебя проследить для нас за временем утренней молитвы? Меня постигло то же, что постигло и тебя, о посланник Аллаха. Сон — это то, над чем у нас нет власти. Все, это одно дело. И совсем другое дело, когда человек заводит будильник на 7 часов утра. Хорошо. А где же тогда утренняя молитва? Почему ты не заведешь его на 4 часа утра? Помолись, а потом опять ложись спать. А намеренно и специально пропускаешь утреннюю молитву. А тот, кто намеренно оставил предписанную молитву, к тому не относится покровительство Аллаха. Самыми большими обманщиками являются те, кто говорят: мы принадлежим к пророку, мы любим его, а тот, кто полюбит его, почувствует его любовь. Какая любовь? Ты не совершаешь утреннюю молитву. Я не говорю тебе о ночном стоянии. Я не говорю тебе о киямуль-лейль. Я говорю об утренней молитве, об обязанности, которую Аллах возложил на тебя, о предписанной молитве. Кто намеренно оставил ее, к тому не относится покровительство Аллаха. Я не имею в виду только утреннюю, любую другую молитву. А почему я говорю именно об утренней молитве? Все мы знаем мечети на утреннюю молитву. И клянусь великим Аллахом, клянусь Аллахом, если бы мечети могли плакать, то они бы заплакали. Клянусь Аллахом, заплакали бы над положением большого количества, миллионов, которые относят себя к исламу, но ничего не знают об утренней молитве в мечети, в джамаате. Кто-то сидит на улице целый день. Услышал азан на обеденную молитву — сидит. Услышал призыв на послеобеденную молитву — сидит. На вечерней, на ночной. Эй ты, почему ты не молишься? Ты же, маша Аллах, нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. А он тебе говорит: не возлагает Аллах на душу то, что она не в состоянии вынести. И это то, на что ты опираешься? Это твоя аргументация? Это далил?
Это ли то место, где можно его привести? Клянусь Аллахом, Всевышний не предписал нам ничего, кроме того, что мы в состоянии исполнить. Таков смысл аята. Не возлагает Аллах на душу то, что она не в состоянии вынести. То есть Всевышний не предписал мусульманам ничего, кроме того, что они могут и в состоянии исполнить. Это и есть смысл аята. А не так, не совершил утреннюю молитву, не возложил Аллах на душу то, что она не в состоянии вынести. Возвращаешься с работы, спишь вплоть до начала времени молитвы, не возлагает Аллах на душу то, что она не в состоянии вынести. Нет, это неправильно. Аят правильный, он от Аллаха. Однако твоя аргументация с помощью него неправильна. Никогда не приводи этот аят в такой ситуации. Послушай, что говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Завет между ними и нами — это молитва. Тот же, кто оставил ее, тот неверный. Эти слова не из моего кармана. Это слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Какова бы ни была твоя должность, какова бы ни была твоя работа, неважно, если ты услышал азан, встань и помолись. Встань и помолись. Но действительно, я сильно удивляюсь от некоторых работающих братьев-мусульман, которые усердно соблюдают обеденную молитву в джамаате, желая тем самым отлучиться от работы. Да, именно так, у них нет другого намерения. Он идет за 40 минут до азана, чтобы совершить омовение и поболтать. И совершает омовение. И это не называется тщательно. Он совершает омовение, весь пропитываясь водой. Нет. Не чрезмерствуй. Не проявляй чрезмерность, даже если ты возле реки. Это первое. Затем заходит в мечеть и совершает все возможные молитвы. Все дополнительные. И что еще? Делает таравих. Я не шучу, я говорю о реальных примерах. Ему говорят: ты оставляешь свою работу, за которую ты несешь ответственность. А он отвечает: мне нужно помолиться. Хорошо. Но соверши обязательную молитву и вернись к работе. Этого будет достаточно. Соверши дополнительную молитву за 2 минуты. Затем соверши обязательную молитву и возвращайся. Но нет. Ты молишься, затягиваешь совершение дополнительных молитв. Потом открываешь Коран, читаешь его, затем молишься еще. А после этого его снимут с работы или понизят. А потом он приходит и говорит: этот человек неверный, он выступает против молитвы, тем самым грешит на своего директора. Ты ему говоришь: побойся Аллаха. Побойся Аллаха. Разве это не происходит реально сейчас? Бойся Аллаха во время работы и знай, что твоя работа — это поклонение Аллаху. Кто-то скажет: что ты говоришь? Как работа может быть поклонением? А разве вся жизнь мусульманина не является поклонением Аллаху? Однако при 2 условиях. Первое — это чтобы было правильное намерение. Второе же, чтобы твое дело соответствовало сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И все. Даже если ты вместе со своей супругой, ты тоже в поклонении. Кто-то может сказать: вот я иду утром на работу. И что, я нахожусь в поклонении? Да. Да, ты находишься в поклонении. Только очисти свое намерение. Исправь свои устремления, очисти свою душу. Ты в поклонении. Все дела мусульманина — это поклонение. Вся жизнь мусульманина, твой сон — это поклонение. Еда, твои слова — поклонение. Твое молчание — поклонение. Размышления о небесах и земле — поклонение. Поклонением это является только тогда, когда правильное намерение. Например, кто-либо наносит благовоние, и это будет поклонением. А может быть и грехом. Ослушанием тоже благовоние, но только это грех. Почему так? Ты умощаешься благовониями, выходя из дома, и в твоем намерении, что ты распространяешь благое. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, очень любил благовония. Мне была внушена любовь в этом мире к 3 вещам: к женщинам, благовониям, а усладой моих глаз сделана молитва. И поэтому я наношу благовония, так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, любил их, чтобы не наносить вред ангелам. Что ты говоришь? При чем тут ангелы и благовония? Да. А разве вы не знаете, что ангелы получают вред от того же, от чего получает и вред и сын Адама? И я, чтобы не причинять вред ангелам, должен хорошо пахнуть. Чтобы изо рта также исходил приятный запах. Чтобы от меня не пахло потом. Чтобы моя одежда приятно пахла. И чтобы мои носки тоже прекрасно пахли.
Так нельзя, братья. Кто-нибудь понюхает, и его стошнит. Клянусь Аллахом. Скажет, отойдет, может быть, у него в носках дохлая крыса. И не говорите, что это разница между богатством и бедностью. Нет, клянусь Аллахом. Нет. Не богатство и бедность. Клянусь Аллахом. Поистине это чистота и старание соблюдать сунну. Поистине. Я так делаю. Каждый раз, когда я возвращаюсь с урока домой, я своими руками стираю носки, для того, чтобы утром в пятницу снова надеть их, чтобы не причинять вред тому человеку, который совершает земной поклон сзади меня, чтобы он там сзади с ума не сошел. Братья мои, так нельзя. Ни в коем случае. Это не является нравом религии. Когда ты умощаешься благовониями, мажешь их на руки, возьми и протри ими свои носки. Так будет хорошо, с намерением, чтобы твой брат, который делает земной поклон позади тебя, чувствовал приятный запах. А если от твоих носков будет исходить неприятный запах? Он будет зол. Он скажет: «О Аллах, забери его». Как же он будет в поклонении делать мольбу? Да он поднимет голову и скажет: «Господи, спаси меня от него». Да, это приключалось. И со мной тоже. Почему? Почему мы так поступаем? Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне была внушена в этом мире любовь к 3 вещам: к женщинам, благовониям, а усладой моих глаз была сделана молитва». Хорошо. Ты используешь благовоние, чтобы не наносить вред ангелам и твоим братьям. И это один вид намерений. Теперь другой. С теми же благовониями. Но он умощается ими только для того, чтобы на него обратили внимание девушки. Смотри, какое намерение. Хотя те же самые духи. Такой человек совершает грех или нет? Да, совершает. Смотри, какое намерение. Как говорится в достоверном хадисе, который передал имам Ахмад в своем Сунане и Тирмизи в своем Муснаде, в хадисе от Абу Кабша, да будет доволен им Аллах: поистине этот мир для 4 человек. Среди них раб, которого Аллах наделил знаниями, но не дал ему богатства, и он искренен в своих намерениях, и говорит: если бы у меня были деньги, я сделал бы с ними так же, как такой-то человек, то есть благие деяния. И говорится: он на таком же намерении, и их награда одинакова. Другой же из них – это раб, которому Аллах не дал ни знания, ни богатства, и он презренен в своих помыслах. Если бы у меня были деньги, говорит он, то я бы делал то же самое, что делает с ними такой-то. То есть ездил бы по разным странам, в Париж, в Мадрид, совершал бы там грехи и так далее. И он на таком же намерении, как и тот, и их грех одинаков. То есть он не поехал, не полетел и не сделал это только потому, что ему помешала его бедность, отсутствие денег. А если бы они у него были, то он сделал бы так же, как тот. Здесь нет противоречия. Это как преступник несет с собой инструменты, желая ограбить дом. Сидит, наблюдает, увидел, что уезжают люди, подготовился. Однако в эту же ночь под предписанием Всевышнего Аллаха семья вернулась домой, и он, увидев свет в их окне, сказал: «Оставлю эту ночь. Не буду этого делать сегодня». Записывается ему кража или нет? Конечно, записывается. Ему записывается кража. Обратите внимание, молодежь. Он на таком же намерении, как и тот, и их грех одинаков. И нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. Поэтому важным является намерение. И говорю, например, молитва. Каков бы ни был твой пост, я говорил это ранее, говорю сейчас, по милости Аллаха, и вся исламская умма сейчас видит по каналу Рахма. Я говорю сейчас с большим сожалением. Бывает, что построен огромный университет, в котором сотни лекционных залов, десятки факультетов, а мусульманин, ответственный за планировку и проектировку, или даже за постройку этого здания, не задумывается о том, чтобы построить большую мечеть, чтобы туда приходили учителя вместе со своими учениками. Это они пропустили в своих расчетах. Маша Аллах. Бывают такие заводы. Я видел своими глазами более 5000 человек. Я спрашиваю, где мечеть? В ответ я вижу виноватые взгляды. Извините, вы знаете, у нас здесь есть место для молитвы. И какое же это место? Самое худшее место на заводе, где-то под лестницей. Место, где стоят электрические счетчики. Такое душное, непроветриваемое, неподготовленное. То есть самое малое и самое худшее преподносится как то, что ради Аллаха. Сказал Всевышний Аллах: вам никогда не достичь благочестия, пока вы не станете расходовать из того, что вы любите. Мы составляем расписание для наших детей в школах.
но никогда не указываем в них времени намаза. Мы составляем таблицу, и в ней должно быть время обеденной молитвы, время послеобеденной. Это должно быть самым главным элементом расписания, когда ученики совершают молитву со своими учителями. Это обязательно нужно. Все работы должны остановиться, все работники должны прекращать работу. Все останавливается для молитвы. Поистине молитва предписана мусульманам в определенное время. Предписание Аллаха более важно, чем что бы то ни было. Чем все. Все должно остановиться и поклониться царю, и приложить свое сердце в покорности и смирении на землю, с любовью и желанием довольства великого прощающего. Ты должен испытывать большую любовь и большое желание его довольства. Однако, к большому сожалению, все эти здания, все эти строения, в них нет мечетей. Ты входишь в огромный торговый центр, покупаешь там то, что хочешь. Маша Аллах, нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. Такие огромные размеры, но там нет мечети. Молитва. Это последнее наставление, которое дал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Представьте себе, он лежит на предсмертном одре и говорит: молитва, молитва и то, чем овладели ваши руки из рабов. Молитва, молитва и то, чем овладели ваши руки из рабов. Он напоминает о молитве в последний момент своей жизни. О моя мать, мой отец, о мое сердце, о моя душа. Между человеком и неверием оставление молитвы. Это слова пророка в сборнике хадисов Муслима от Джабира ибн Абдулла, а также хадис: завет между ними и нами молитва, и тот, кто оставил ее, тот неверный. Хадис в Суннане, Термизи и других сборниках, и в других сборниках с достоверным иснадом от Бурейда. И будет ли правильным, мой брат, такое положение, что человек, который относит себя к исламу, является ли правильным он после того, как он оставляет молитву? И будет ли это правильным после того, о мусульманка, или та, кто относит себя к исламу, будешь ли ты мусульманкой после того, как ты оставишь молитву? Чего же ты ждешь? Когда ты начнешь молиться? Когда ты собираешься зайти в мечеть? Тогда, когда они станут молиться над твоим телом? Ведь это жизнь, всего лишь мгновение, и тебя понесут на плечах. И ты, мусульманка, также проживешь эти мгновения, и тебя также понесут на плечах. Тебя непременно понесут на плечах. Куда? В мечеть. Однако принесут туда не для того, чтобы ты помолилась, а для того, чтобы помолиться над тобой. Молитва. К большому сожалению, среди нас есть те, кто могут потратить 2, 3, 4, 5 часов или даже более этого на пустые разговоры, занимаясь ненужным и бесполезным. Вы только посмотрите на толпы, которые стоят перед стадионом в пятницу. Посмотри на те толпы, которые там стоят от начала и до конца молитвы. Сколько этих тысяч людей не совершает пятничную молитву? О, дорогой брат, ты что, стоишь на Арафате? Ты в хаджи? Или ты что, приехал на Арафат? Или с тебя снята обязанность пятничной молитвы? Что случилось? В чем причина? Что случилось с людьми? Что случилось с уммой? Молитва. Это первый практический столб из столпов ислама. Если ты мусульманин, то первый столб ислама, закрепляющий твою принадлежность к исламу, это твоя молитва Аллаху, Господу миров. После того, как ты произносишь свидетельство веры, встань для того, чтобы помолиться. Ты должен соблюдать молитву. Оставление молитвы стало первичным делом для большого количества мужчин и женщин. И более того, я клянусь Аллахом, что есть такие семьи, клянусь великим Аллахом, в которых нет ни одного человека, кто бы совершал молитву. То есть не молится ни отец, ни мать, ни сын, ни дочь. И таких семей большое количество. Хотя они относят себя к этой религии, к исламу, к мусульманским семьям. И я не понимаю, для чего эти люди вообще живут. Ради чего они живут? И свят тот, кто продолжает давать им пропитание. Свят он, свят. Свят тот, кто прощает их и скрывает их грехи. Клянусь Аллахом, если бы не кротость Всевышнего, мы были бы погублены. Если бы не прощение Аллаха, мы были бы погублены. Посмотри на эти миллионы людей в умме, которые не совершают молитву. Я не говорю только о пятничной молитве. Они вообще не молятся. А пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит: не оставляй намеренно предписанную молитву. Намеренно. Если ты забыл, свят Аллах,
Кто из нас не забывает? Если ты проспал, свят Аллах. Кто из нас не спит? Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Кто проспал молитву или забыл о ней, пусть совершит ее, когда вспомнит. О Аллах, не предписано ему искупление, кроме как это. Какова же милость? В действительности, я удивлялся этому хадису и говорил: о Аллах, разве может кто-нибудь забыть о молитве? Клянусь Аллахом, разве может быть такое? Да, может. Свят Аллах, потому что раб это раб, а Господь это Господь. Раб это раб, а Господь это Господь. И если ты забыл, то как только вспомнил, встань и помолись. Проспал, пропустил молитву, как только проснулся, встань, в ужасе и в страхе. Как же это? И в душе чувствуй сожаление, а не так. Проснулся умиротворенным, как будто бы ничего не случилось. После этого встаешь, поешь бобы, котлеты, и только после этого начинаешь вставать, чтобы совершить омовение. Ты действительно холоден, мой брат. Клянусь Аллахом, так нельзя. Ни в коем случае нельзя, это недопустимо и не сочетается с искренней верой. С твоим страхом перед Господом и страхом пропустить молитву и исполнение этой обязанности. Встань в ужасе и страхе. Встань и торопись, чтобы Аллах увидел в твоем сердце переживание, чтобы Аллах увидел в твоем сердце печаль из-за пропуска молитвы. Наши праведные предки, если кто-нибудь из них пропускал молитву, что они делали? Клянусь Аллахом, мы бы презирали самих себя, и я первый среди вас. Клянусь великим Аллахом. Большая разница, братья, между нами и праведными предками. Очень большая разница. Вместе с тем, есть среди нас такие братья, которые говорят: я буду в раю по-любому. Или говорят: если я не войду в рай, то кто в него вообще войдет? Они говорят так, как будто взяли со Всевышнего расписку. Клянусь Аллахом, я не знаю, и так говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Я не знаю, хоть я и посланник Аллаха, что будет со мной и что с вами. Клянусь Аллахом, я не знаю, хоть я и посланник, что будет со мной и что с вами. Это хадис в сборнике хадисов Бухари, да благословит Аллах и приветствует пророка и его семью. Поэтому молитва, мои братья, я напоминаю себе и моим братьям, к большому сожалению, я должен напомнить это и учащимся в исламских университетах, к большому сожалению, из тех, кто получает знания, есть большое количество тех, кто не совершает вовремя утреннюю молитву. Таких много. Не совершает утреннюю молитву. О, брат, который смотрит нас сейчас по каналу Рахма, где бы ты ни находился, дай обещание Аллаху. Сейчас. И ты, о сестра мусульманка, дай обещание Аллаху прямо сейчас, что не будешь с сегодняшнего дня пропускать молитву. А вы обещаете это Всевышнему Аллаху? И есть такие люди, которые не дают это обещание, потому что боятся стать лжецами. Боятся обещать, чтобы не совершить еще больше грех перед Аллахом. И я извиняюсь, поистине, я прошу прощения, просто оставление молитвы беспокоит мое сердце. О, мой брат, клянусь Аллахом, я выхожу на улицу и вижу, как люди там сидят, и меня охватывает сильное беспокойство. Клянусь Аллахом, люди сидят, я захожу, чтобы произнести пятничную проповедь, а ты сидишь. Почему? Нет, он стоит и кричит: как дела, учитель? А не лучше ли для тебя зайти и совершить молитву? А он здоровается с тобой, радуясь, что увидел тебя. Встань и соверши обязательную молитву. Поистине тот, кто намеренно оставил хотя бы одну предписанную молитву, к тому не относится покровительство Аллаха. Посмотри же на те радостные вести от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. После перенесенного труда смотри на эти радостные вести от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И я ограничусь лишь одной или двумя сообщениями. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Хадис в сборнике Бухари и Муслима. Кто отправился в мечеть утром или вечером, Всевышний Аллах готовит ему в раю угощение каждый раз, когда он идет туда утром или вечером. О Аллах, неужели ты оставишь такую милость? Ты оставляешь такую милость, если человек идет в мечеть утром или отправляется в нее вечером. Кто отправился в мечеть утром или вечером, Всевышний Аллах готовит ему в раю угощение. А это слово с арабского «нузуль»
означает то, что готовят гостю для оказания ему наивысшего почета. И я прошу тебя, представь себе то угощение, которое приготавливает царь всех царей. Велик он и возвышен. О Аллах! Другая же радостная весть. Сказал посланник, да благословит его Аллах и приветствует: обрадуй направляющихся к мечети в темноте полноценным светом в судный день. О Аллах, сделай нас среди обладателей света. О Аллах, обрадуй направляющихся к мечети в темноте полноценным светом в судный день. В определенный момент, мои братья, погаснут все источники света в судный день. Перед проходом по мосту Сират будут погашены все источники света. А затем свет будет распределен по степени дел, в зависимости от дел каждого. В это время, когда Аллах разделяет верующих от лицемеров. Смотрите, вот мост Сират. После моста есть еще два мостика. По одному из них не проходит никто, кроме как верующие. Я говорил об этом в теме события судного дня. Все источники света погашены. А когда после этого будет распределен свет по количеству дел в зависимости от дел каждого, тогда каждый получит свет по степени его дел. Абдулла ибн Масуд говорит: среди них будут те, чей свет будет подобен горе. Представь себе, один из рабов Аллаха подходит к месту сбора, и его свет подобен свету горы. Среди них те, чей свет будет подобен финиковой пальме. Среди них те, чей свет будет подобен стоящему человеку. Среди них те, чей свет будет на указательном пальце. Среди них те, чей свет будет на указательном пальце, то загораться, то погасать. И среди них те, кого будет окружать абсолютная темнота. О Аллах, убереги нас от этого. Всевышний Аллах сказал: в тот день скажут лицемеры и лицемерки тем, кто уверовал: посмотрите на нас, то есть подождите нас, мы возьмем из вашего света. И скажут им: возвратитесь назад и поищите света. Это то, о чем говорил Ибн Аббас. Аллах унижает их здесь. В этом мире они пребывают в унижении, и Аллах унижает их тогда, когда будет погашен свет лицемеров. И они скажут верующим: подождите нас, мы возьмем из вашего света. А им скажут: вернитесь назад и поищите света. И будет установлена между ними стена, в которой дверь внутри нее — это милость, а снаружи нее — наказание. Они взывают к ним, то есть обращаются к ним те, кто в темноте, к обладателям света, взывают лицемеры к верующим: разве мы не были с вами в мечетях, в коллективных молитвах, в битвах, не делили с вами трофеи, не женились на верующих женщинах? Они ответят: да, но вы соблазняли самих себя, караулили, то есть истину и ее носителей, и сомневались в том, с чем пришел пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и о чем напоминали вам ученые, а после этого обольщались надеждами, до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель сатана обманул вас относительно Аллаха, и нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. Распределяется свет по степени дел. В тот день, когда Аллах не опозорит пророка и тех, кто уверовал вместе с ним, их свет будет сиять перед ними и справа, и они скажут: «О Господь наш, дай нам света сполна». Когда они скажут это? Когда будет погашен свет. Верующие будут бояться, что свет повторно не вернется к ним, и поэтому они говорят: «О наш Господь, дай нам света сполна и прости нас. Воистину Ты способен на всякую вещь». О Аллах, дай нам сполна наш свет в этом мире и в мирах, о милостливый из милосердных. Какое же большое количество радостных вестей для совершающих молитву, для тех, кто бережет молитву, для тех, кто посещает мечети, для тех, кто старается соблюдать молитвы в мечетях, в домах Всевышнего Аллаха, велик Он и возвышен. И я хочу закончить это красивое слово
Третье красивое слово пророка, да благословит его Аллах и приветствует, хадисом от Абдуллы ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, который находится в сборнике хадисов Муслима. Имам Муслим приводит в своем сахихе хадис от Абдуллы ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Кого радует встретить завтра Всевышнего Аллаха мусульманином, кого радует встретить завтра Всевышнего Аллаха мусульманином, пусть бережно соблюдает эти молитвы, где бы его ни призвали к ним. Поистине Аллах предписал вашему пророку деяния прямого пути, и поистине эти молитвы относятся к делам прямого пути. И если бы вы молились в ваших домах, как отставшие, которые совершают молитвы в домах, то вы бы оставили сунну вашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А если бы вы оставили сунну вашего пророка, вы бы заблудились. И я видел, как мы совершали эти молитвы, и я видел, что не оставлял ее, то есть коллективную молитву. И я видел, что не оставлял ее никто, кроме как он был лицемером, чье лицемерие было известно всем. И бывало, что даже приводили человека, которого поддерживали двое, чтобы он мог стоять в ряду, то есть подпирали его и справа, и слева, чтобы он мог молиться, стоя в ряду в коллективе. А ты, маша Аллах, тебе дано здоровье и сила, и несмотря на это ты пропускаешь, и беда усиливается. Беда усиливается, когда пропускается обязательная молитва, намеренно. Что значит намеренно? Это значит, что человек слышит азан, очень хорошо слышит, но не встает молиться. У него нет никакого шариатского оправдания. Нет шариатского оправдания. Для тебя нет остывающей еды, нет дождя, нет болезни, нет холода, нет сильного притеснения, когда ты боялся бы за свою жизнь, нет страха, мешающего тебе выйти и так далее. Футбольный матч не является шариатским оправданием. Сериал тоже не является шариатским оправданием. Фильм тоже не является оправданием. И даже подготовка ко встрече мужа, о мусульманка, тоже не является дозволенной причиной, которая мешает тебе совершить вовремя намаз. Находясь в своем доме, и оставь эти слова, которые ты говорила. Это не шариатское оправдание. Выключи газ, помолись, а затем снова вернись к работе. Но не пропускай молитву. Не оставляй молитву. И я прошу Всевышнего Аллаха наделить нас искренностью и принять от нас и от вас наши благие дела.